Доброе утро, дорогие школьники, гимназисты, лицеисты. Меня зовут Злотский Семен Соломонович, я доктор химических наук, профессор, член-корреспондент Академии наук Республики Башкортостан, заведую кафедрой общей аналитической и прикладной химии Уфимского государственного нефтяного технического университета. И сегодня мы с вами поговорим об удивительном мире химии углеводородов, а углеводородами это и как раз являются те соединения, которые мы называем нефтью и которые добываются из земной коры. Они, собственно, являются неотъемлемой естественной частью земной коры, так же, как минералы, так же, как руды и так далее. Сжигать природные углеводороды, нефть и получать энергию, то, что делает человечество последние 100 лет, это не очень хорошо, мягко говоря. Еще 150 лет наш великий соотечественник, гениальный ученый Дмитрий Иванович Менделеев предостерегал человечество от того, чтобы безвозвратно в реакции с кислородом тратить эти замечательные молекулы, углеводороды, которые природа как будто специально создала для того, чтобы их химически превращать в очень важные, полезные соединения, полезные продукты, вещества и материалы, которые природа не знает. Мы их называем синтетические, то есть созданные путем синтеза. В первую очередь это получение маленьких непредельных молекул из углеводородов нефти. Для этого придуманы очень интересные реакции пиролиза, каталитического пиролиза и так далее. Это в первую очередь этилен и пропилен. И вот на этих двух молекулах выросло, как говорят химики, дерево, этилен-пропиленовое дерево. Более 20 трансформаций этих маленьких молекул приводят как к полимерам, это пленки, это материалы, которые мы используем, так и к целому ряду важных и полезных растворителей, синтетические спирты здесь присутствуют, их эфиры и так далее и тому подобное. Итак, запомните этилен, пропиленовое дерево. Второй путь – это путь к ароматическим соединениям, бензолу, метилбензолу, его название толуол, и другим ароматическим соединениям. И вот на основе фенола, доступного таким образом, и ацетона, построена своя химия. Это дерево фенол ацетоновое. Это и полимеры, и синтетические материалы, и растворители, и так далее, и тому подобное. Затем обращаю ваше внимание, что все, что движется, должно, как правило, иметь колеса. Колеса или гусеницы и так далее. Они невозможны без резины. А резина – это продукт, который получается из каучука. И вот синтетический каучук. Этот материал был создан выдающимся отечественным ученым, химиком Лебедевым в Санкт-Петербурге в 20-е годы прошлого века. Самые разные каучуки и резины сегодня производят. Кроме того, широкий круг лекарств, красителей, вспомогательных веществ, строительных материалов, устройства для материалов для того, чтобы построить дороги, построить плотины. Это и битумы, и асфальт, и природный нефтяной кокс, который необходим для металлургии. Все это в конечном итоге производится из тех простых углеводородов, которые есть в земной коре и которые добывают, и которые называются нефтью. Сжигать их, безвозвратно терять в реакции с кислородом для получения энергии, это в какой-то степени 20 век. А 21 век, безусловно, это век химии нефти, нефтехимии. Приходите к нам в нефтяной университет. На наших кафедрах химического профиля вы окунетесь в мир превращений этих молекул и будете участвовать в создании новых замечательных материалов и продуктов. Спасибо за внимание.